Не секрет, что из-за пандемии пострадала вся мировая экономика. Если брать в пример нашу страну, то большой урон понесла не только туристическая отрасль, но и сельскохозяйственная. К примеру, излюбленный туристами и местными жителями мед тоннами остался нереализованным. Наши корреспонденты попытались разобраться в теме. Репортаж на Лыкове. Мед считается самым древним лакомством. Любой человек на земле слышал о пользе этого уникального продукта пчеловодства. В Абхазии произрастает более 2000 различных медоносных растений. Насчитывается до 128 тысяч пчелосемей. Пчеловодством в Абхазии занимаются почти во всех районах – горных и низменных. Что делает абхазский мед таким особенным? Все дело в обилии медоносов, которых на территории республики насчитывается свыше 2000 видов. Последние несколько лет отечественные пчеловоды сталкиваются с большими проблемами, касающимися сбыта продукции, как в республике, так и за ее пределами. По приблизительным оценкам, на сегодня в Абхазии скопилось несколько сотен тонн нереализованного продукта. Проблема в том, что мы, например, пчеловоды, наша задача собирать мед и вывозить, и собирать. Это вместе не получается. Кто-то должен вывозить, кто-то заниматься сбором меда. Это все вместе очень сложно. Самое первое – это реализация внутри страны. Там есть проблемы. И есть РУП «Абхазмед». Вот то, что построили, вот эту линию. Да, там есть директор, он, в принципе, основной, который вывозил у нас мед. Сейчас, как он говорит, договоров нету, и с вывозом сложно, и люди не хотят, кризис, в данный момент. Руководитель РУП «Абхазмед» Даур Тугуш связывает спад спроса, в том числе и с антироссийскими санкциями западных стран. После 2014 года, по мнению Тугуш, экспорт меда из России в другие страны практически сошел на нет, и российские предприниматели перестали закупать абхазскую продукцию. Помимо прочего, в России не так давно был поднят налог на добавленную стоимость для импортеров меда. Не мог не повлиять на ситуацию экономический кризис, связанный с пандемией. Немаловажным фактором, почему спрос на отечественный мед за последние годы значительно снизился, является плохое качество продукции. Многие производители меда подходят к делу недобросовестно, добавляя в свою продукцию в целях наживы сахар, воду. Некоторые просто-напросто нарушают нормы изготовления меда, от чего и страдает качество продукта, рассказал нам Тугуш. В предприятии «Абхазмед» есть лаборатория, однако она недостаточно оснащена для тщательного анализа продукции на качество. Даур Тугуш также считает, что пока качество реализуемого меда не будет взято под жесткий контроль, будут страдать имидж абхазского меда и доходы пчеловодов. Сегодня вообще все встало. Есть кое-какие предпосылки. Мы занимаемся, общаемся с людьми. И с российской стороны мы заключили контракт с Иорданией. Это я нигде не говорил пока, но я пока тоже не уверен стопроцентно, что у нас там что-то пойдет на 100%. Я просто говорю, что есть такие возможности, люди интересуются. Если у нас там все получится, то какой-то сдвиг будет. Помимо этого, и в России есть ребята, которые хотят помочь продвинуть наш мед на территории России как мед абхазский, как брендовый мед. Большую роль в реализации экспорта отечественной продукции играет торгово-промышленная палата Абхазии, которая проводит работу по продвижению абхазской продукции в зарубежные страны. Также сейчас существует огромная конкуренция на рынке меда, говорит президент ТПП республики Тамила Мирцхулава. Однако есть неплохие перспективы. Для этого нужна и определенная поддержка со стороны государства, добавила Мирцхулава. После участия палаты в одной из зарубежных выставок, где мы представляли абхазскую продукцию, появились потенциальные покупатели из одной арабской страны. На сегодняшний день уже переговорный процесс он длится на протяжении нескольких месяцев, заключен уже контракт. Мы оказываем содействие РУП «Абхазмед» при Министерстве сельского хозяйства для того, чтобы для начала сейчас отправить хотя бы пробную партию, то есть образцы абхазского меда. В Министерстве сельского хозяйства говорят о том, что проблема сбыта отечественного меда назрела давно, и решение этой задачи должно разрабатываться на уровне правительства. На состоявшейся встрече министра сельхоза с производителями меда было принято решение обратиться в Минсельхоз России для дальнейшей разработки совместно с Роспотребнадзором концепции получения разрешения на реализацию абхазского меда в России. Отмечалась также необходимость лаборатории при РУП «Абхазмед». Отсутствует лаборатория
по определению качества или происхождения, значит, меда. Вы знаете, мед, у нас есть несколько видов меда. И чтобы его определить, надо иметь лабораторию. Правительство будет заниматься для приобретения вот этого оборудования по определению, значит, качества меда и его для того, чтобы дальше, значит, уже когда будут отправлять продукцию за пределы республики, чтобы там не было никаких проблем. Абхазский мед является экологически чистым и высококачественным продуктом, который соответствует всем нормативам госстандарта. Белая акация, каштан, липа, ежевика и клевер. Мед из нектара этих растений сам по себе необыкновенно вкусен и ароматен, а его регулярный прием благотворно сказывается на здоровье. Ежегодно в Абхазии производят от 300 до 500 тонн меда. Пчеловодов в Абхазии насчитывается более 500 человек. На Алакове Алексея Гухава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.